От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, который будет жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон. Помнишь, по камням босиком, ты в папином трико, как это далеко. Сегодня участники проекта «Дека Саназ» решили разнообразить свой репетиционный день. Пока не пришел их педагог, вместо обычных распевок они поют свои любимые песни. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре. Ура-папу, ура-папу, джамп-джамп-джа, ура-папу, ура-папу. Через неделю почти каждый день я приношу гитару, мы вместе собираемся, играем, поем, развлекаемся до прихода нашего уважаемого Зелимхана Дудаева. Зелимханом Дудаевым сценарий сразу меняется. Сегодня он сел за пианино и провел с ребятами беседу по душам. Рассказал про свои молодые годы, хиты 80-х и спел свои любимые песни. Участники проекта смогли задать любимому педагогу все интересующие их вопросы. По словам Зелимхана, несмотря на то, что все ребята очень разные, он начал их понимать и нашел подход к каждому из них. Характер у них, у каждого 10 человек разный характер. Спокойные, слушаются и делают то, что им говорят. Как петь правильно, как подбирать репертуар, как преподнести эту песню зрителю, чтобы понравилась эта песня зрителю. Конечно, это огромная работа, в каждой песне свой образ, харизма, так скажем, чтобы правильно это все сделать. Над этим работаем как можем. Почти всем участникам проекта по 15-16 лет. Совсем еще дети, как говорят педагоги. Как и все дети, ребята тоже иногда капризничают. Макка наша, она постоянно хочет петь, даже не соблюдая очередь. Иногда приходится ее остановить, понимаешь? Но это не во вред ей. Это стремление петь, это хорошая черта. Но иногда надо себя сдерживать. Соблюдать. У нас 10 человек, у нас маленькая очередь создается, чтобы спеть песню. Она всегда без очереди лезет. Такой у нее характер. Приходится останавливать. To my heart, and I, your willing victim. I let you see the part of me that rolled like prey. With every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep. Things you never say to me. В школе, где учится участница проекта «Дека Саназ» Карина Юсупова, никогда скучно не бывает. Чуть ли не на каждой перемене здесь устраивается маленький концерт. Ученицы 9 класса времени зря не теряют. После уроков они напевают здесь свои любимые песни. Tell me that you've had enough. Our love. Just give me a reason.
and just a little bit to love. Just a second, we're not broken, just better. And we can learn to love again. It's a restart. It's been written in the stars on my heart. С детства я пою зажигательные песни. Я всегда пела вот такие веселые песни. С нами поет, без нас даже поет. Что она поет? Она поет разные песни, даже чеченские, русские, зарубежные. Карина родилась в городе Шали, но 8 лет назад ее семья переехала в Грозный. Она учится в Грозненской средней школе номер 42. Наша героиня успевает и отлично учиться, и принимать активное участие в общественной жизни своей школы. Ни одно школьное мероприятие не обходится без Карины. В этой школе я нахожусь со 2 класса, и с этого момента у меня появилось много друзей, много знакомых. У меня самые лучшие друзья в школе, я отношусь к ним уважительно, так же, как и к учителям. Учусь я отлично, 2 пока не получала. И надеюсь, что и закончу школу в таком же темпе. Конечно, ученик должен вести себя примерно на уроках, слушаться учителя, получать определенные оценки. Но не думаю, что есть в школе ученики, которые не хотят повеселиться, поболтать, пошутить на уроках. Мы узнали, что Карина хорошая ученица и душа компании. Но знают ли будущую звезду в этой школе? Мы решили провести небольшой опрос. Разумеется, ее вся школа знает. Нет. Она отличница? Да, я ее знаю. Мы в параллельном классе учимся. Нет. Конечно, знаю. Она одна из лучших учениц школы. Эмилю. Очень веселая, она очень добрая. И, конечно же, после уроков Карина сразу бежит в филармонию на очередную репетицию. Никогда не опаздывать и не огорчаться по мелочам. Таков девиз 14-летней девочки. Карина музыкой увлекается с раннего детства. Как она сама говорит, любит петь веселые песни на зарубежном и на русском языках. На проект «Декасанас» Карина попала благодаря завучу своей школы Татьяне Лемовне. Именно она предложила ей пойти на кастинг. Карина успешно прошла отбор и стала участницей 2-го сезона «Декасаас». Проект «Декасанас» дал мне возможность, дал мне уверенность в том, что я могу в дальнейшем петь песни, что я могу заниматься пением. На занятия я хожу почти каждый день. Конечно, это отнимает много сил, но я не жалею времени на это, потому что с каждыми репетициями я многое узнаю, многое понимаю, что нужно делать, а что не надо, как правильно вести себя на сцене, многое-многое другое. Мои родители не видели во мне певицу, они хотели, чтобы я была врачом, занималась медициной. Но поскольку я начала петь, они не были против того, что я занимаюсь пением, пою песни. Я ей очень доволен. Я думаю, что в дальнейшем будет еще лучше. Но она человек сдержанный, как бы она не любила говорить. Я одна из самых юных участниц проекта. И знаете, мне это не мешает, потому что я смотрю на взрослых участников, я вижу, как они себя ведут, я беру с них пример, я просто наблюдаю за ними и беру у них уроки поведения, поведения на сцене. Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. Ау, оу, ау, в открытый космос лечу, кометы огибая. Тебя мечтать научу, теперь одна мы стая. Ау, Только улыбайся.
Пока одни участники проекта «Дека Санас» поют песни в школе, другие снимаются в профессиональных клипах. Так, например, в клипе чеченской певицы Самиры Лехухо Анзор Биалиев, участник проекта, сыграл главную роль. Роль человека, который ищет свою судьбу. Хотя это был первый подобный опыт Анзора, дискомфорта наш герой точно не испытывал. Как-то я попал на одно мероприятие, это было в Курчелове, по-моему. Ну, там были все артисты, молодые звезды. И туда вот как раз-таки приезжала вот Самира. Там мы с ней познакомились. И спустя некоторое время она мне предложила сняться в клипе. А так как у меня нет актерского образования, я сначала думал, смущался. Но потом друзья поддержали, и мы решили сняться. Поехали в город Каспийск, сняли клип. Съемки у нас длились 3 дня. Было трудно, но, скажу вам честно, было интересно. Увлечение музыкой у Анзора началось с игры на гитаре. Когда он был маленьким, он постоянно слушал, как играет его дядя. Так у нашего героя появилась любовь к этому инструменту. Да, изначально я был любитель гитары, гитарных песен всяких. И у меня дядя играл на гитаре. И я даже не учился, я просто, наверное, из-за возраста ухватил все эти аккорды. И вот мне это нравилось, так и пошло-поехало у меня. Когда меня начали приглашать на всякие мероприятия, свадьбы, тогда я понял, что мне реально надо попасть в какой-нибудь проект. Я услышал, что начался проект у нас, и попал туда. Уже в 10 классе Анзор осознал, что ему надо самому зарабатывать на жизнь. По его словам, ему было стыдно просить у родителей деньги на карманные расходы. Сначала он подрабатывал на стройках, на первые заработанные деньги он купил синтезатор. Впоследствии именно этот синтезатор стал его главным источником дохода. Молодой человек стал выступать на мероприятиях и свадьбах и вскоре стал своим в артистической среде. У меня своя аппаратура, и когда наши артисты меня приглашают работать оператором, я уезжаю и работаю помимо проекта. Анзор – самый взрослый участник проекта, если так можно сказать о молодом человеке, которому всего 24 года. Он окончил Академию комплексной безопасности в Москве. После академии его пригласили в город Дармавир на должность заместителя начальника отдела кадров на бронетанковом заводе. Но проработал он там всего лишь 3 месяца. Тоска по родине заставила его вернуться домой. Я самый возрастной, но я скажу, что у нас в проекте все талантливые ребята, и возраст практически не имеет значения. Но это меня бодрит, то, что я как бы могу наперед думать. Они советуются со мной. То, что я знаю, я им говорю. То, что я не знаю, я у них спрашиваю. Я 2-3 раза брал у него советы даже. Ну, здесь по песне или что-то мне, какую песню выбрать, какой аккорд в этой песне на гитаре, я спрашивал у него. И что, помог? Конечно. Он же у нас самый возрастной. Какая мелодия стоит у тебя на звонке? Своя родная от Samsung. Мне надо название сказать, что ли? А я не знаю, упс, что ли, как-то оно называется. Твое самое большое достижение в жизни? Самое большое достижение в жизни – это, скорее всего, то, что я попал в проект. Достижение? Я не знаю, какое у меня достижение. Зачем тебе музыка? Музыка, чтобы развивать культуру, скорее всего. Потому что музыка меня успокаивает, потому что без музыки я просто не представляю свою жизнь. Самое больное, что может быть в карьере артиста? Сплетни. Потерять голос. На концерте какого артиста ты хотел бы побывать? Майкла Джексона, моего уже нет. Не знаю. Я никогда об этом не думала. Какую песню ты слушаешь, когда грустишь? Рената Каримова. О, я слушаю песни Кавабанга, Депо, потому что у них такие чувствительные песни, которые реально затрагивают тебя. Твоя самая плохая привычка? Опаздывать. Много болтать.
Если ты не станешь профессиональным вокалистом, то чем будешь заниматься? Если я не стану им, я буду продолжать учиться, чтобы добиться этого. Петь я буду только для себя тогда, но тогда буду заниматься медициной, так как хотят мои родители. Анзор очень трудолюбивый, так, и у него, он умеет подбирать себе репертуар, вот, и он, я думаю, что он давно знаком с песнями, и он знает, что ему подходит. Вот, он выступает в некоторых мероприятиях, он бывает ну, таких массовых мероприятиях, участвует в свадебной концертной деятельности, там, свадьбы, там, день рождения. В общем, он такой востребованный товарищ в этом отношении. Но он немного, как говорится, руку набил в этом деле. Вот, с ним легко работать, как бы есть у него маленькая подготовка к этому. Я приобрел новых друзей, познакомился с людьми. И я более профессионально подхожу уже к этой работе, так как со мной работают уже профессиональные педагоги. Они мне помогают. И я уже чувствую, что я уже профессионально начинаю подходить к этой работе.